нужно было составить организационную структуру, как сделать так, чтобы все улусы были бы охвачены. Но дело в том, что у нас работают только, не секрет ни для кого, только те, кто школы, которые стали пилотными, и благодаря учреждениям культуры вот этот данный проект продвигался в течение 6-7 лет. Да? Осталось, если 2 года, вот последние 2 года, после которого мы должны его масштабировать по регионам Российской Федерации. Для этой цели Высшая школа музыки заключила договор Новосибирской консерваторией, частный договор именно по проекту Республика Саха, и мы вот уже 2-й год являемся учредителями конференции по интеграции учреждений образования, учреждений культуры в музыкальном воспитании подрастающего поколения. Значит, проект Республика Саха мы разделили, самым высшим органом у нас является попечительский совет проекта «Музыка для всех». Председателем является Михаил Ефимович Николаев, первый президент нашей республики, государственный советник Республики Саха, и почетным председателем любезно согласился Александр Сергеевич Соколов, ректор Московской консерватории имени Чайковского. Уже это говорит о том, что заинтересованность России в данном проекте очень большая. И в связи с началом этот проект не только в 2013 году начался, этот проект начался еще 25 лет тому назад, когда Михаил Ефимович создал своим указом Высшую школу музыки, которая впоследствии стал институтом. И вот эта Высшая школа музыки, при Высшей школе музыки 2016 года действуем мы, научно-методический центр проекта «Музыка для всех». Значит, есть межведомственная коллегия Министерства образования и науки и Министерства культуры и духовного развития. Мы часто встречаемся по вопросам, сложным вопросам, особенно по организации международных мероприятий. И есть у нас Республиканский организационный комитет по реализации проекта «Музыка для всех». Но вы наверняка все, наверное, знаете, что нигде, ни в каком регионе нету нормативно-правовой базы именно по развитию музыкального образования. У нас в 2014 году, 29 декабря, было принято постановление правительства о реализации проекта «Музыка для всех» на территории Республики Саха-Якутия с 14 по 22 годы. Когда мы начинаем говорить о каких-то мероприятиях, мне тут же говорят: напишите нам письмо, давайте деловое письмо. Вот надо это распоряжение положить на стол, и по этому распоряжению надо работать. И об этом распоряжении должны знать все главы муниципальных образований, все заместители, которые курируют культуру и образование. Значит, дальше у нас идет научно-методический совет проекта «Музыка для всех». Это совет у нас, не убрали мы еще, Абдуллин Эдуард Борисович, профессор Московского государственного педагогического университета. Но сейчас мы ведем разговоры с Робустовой Людмилой Павловной, чтобы она была председателем методического совета, и Бергер Нина Александровной. Так, центр проекта «Музыка для всех» при Высшей школе музыки, но это рабочий центр, он работает, сейчас руковожу я, и там действуют, значит, на полставки специалисты: Павлова Зинаида Григорьевна, Карманова Евдокия Семеновна и Ефимов Василий Николаевич, который руководит, работает сайтом и так далее. Но, к сожалению, данный сайт musforal.ru заходит больше другие страны и другие города. Поэтому, дорогие друзья, запишите, пожалуйста, если вы напишите сайт «Музыка для всех», сразу же выйдет наш сайт musforal.ru. Он повторяется и на сайтах Министерства образования, и на сайте Министерства культуры и так далее. В этом сайте вы найдете, что такое вот наши музыкальные кластеры, какие улусы куда входят, кто является методическим центром, вплоть до того, что в каких кластерах сколько детей учатся, какие школы, где сколько
сколько детских садов и так далее. И самое главное, нормативно-правовая база, которая вам очень нужна для того, чтобы провести работу. Если мы хотим что-то делать, то мы должны искать способы, как это сделать. А вот одним из самых важных способов является вот нормативно-правовая база, требующая от нас реализации данного проекта. Ну, с этой стороны, как вы поняли, наверное, есть Министерство образования, с другой стороны, Министерство культуры. Значит, средние общеобразовательные школы всего у нас 628, было 141 тысяч детей, а в Китае 140 миллионов детей, и они все учатся музыке. А 140 тысяч – это для них одна школа. Поэтому, в принципе, мы могли бы это дело очень хорошо поставить, организовать. В некоторых улусах только по два поселка, и то мы не можем эти школы охватить, говорят, ну, 67% и так далее. Детских школ искусств у нас 82, в том числе это детские художественные школы, и учатся 16 тысяч детей, ну, в основном желающие, да. Значит, какие у нас кластеры? Городской кластер – это город Якутск и все близлежащие поселки, город Жатай отдельно будет, это мы просто... Так, центральный музыкальный кластер уже создан у нас, начали работать хорошо. Центральный музыкальный кластер руководит начальник управления образования Елизавета Мартынова, Хангаласский улус, и каждый кластер, он развивается по своей теме, например, по своей тематике. Например, они сделали в первой Покровской школе детскую филармонию, где все дети, практически 80% детей занимаются, играют на флейте, потому что родители покупают флейту, и очень хорошие у них, и говорят, качество исполнения тоже у них возрастает с каждым годом. Кроме того, есть сахакорейская музыкальная школа у них есть, и есть в Махсавалохе в детском саду «Божья коровка», это по методу Судзуки, Березовская Лена Александровна учит детей с 4-летнего возраста заниматься, ну, игре на скрипке, и причем это очень хорошо получается. Опыт работы мы должны вот в этом году показать по всей России. Так, и Заречный кластер, куда входят 8 муниципальных образований. Это очень самый большой кластер, но так как они близко находятся от города Якутска, руководить этим кластером будет Дмитрий Дмитриевич Попов и директор школы Захаров Маинской детской школы искусств. Южный кластер, вот который у нас есть, это здесь 5 муниципальных образований входят. Так. Вилюйский кластер мы недавно тоже создали, ждали, когда пандемия пройдет. Все другие кластеры вот мы до пандемии успели создать и съездить, провести семинары и так далее, центрального и заречного кластера. Во время пандемии создался в сентябре городской кластер, и я считаю, что он начинает работать. И вот я, как человек опытный, увидела, когда вот создаются эти кластеры, внутри кластера находятся люди, которые начинают по инерции крутить сам проект начинает работать. Вот в чем это. Потому что охватить всех каким-то мероприятием это практически невозможно. Да? Мы объявляем в ноябре месяце Олимпиаду по музыке республиканскую, но вы должны провести Олимпиады по кластерам сначала. Вот до конца учебного года можно провести, а потом лучших из лучших с каждого улуса по 2-3 человека, из кластера это получается сколько? 2 человека на 5-10 человек придут участвовать в республиканский конкурс, как Олимпиада по физике или по математике. Вот дальше у нас остаются, после того, как мы создадим южный кластер, остаются арктические кластеры, Верхоянский и Колымский. Ленёкский кластер мы проводили лето музыкальный Жиганс, музыкальный Анабр, музыкальный Булун, музыкальный, 4 улуса туда входят. И я считаю, что Оленёкский кластер у нас создан. Да? В принципе, руководить этим тоже начальник управления образования Мария Христофоровна. Очень деятельный человек.
Вот даже в создании южного кластера я наталкиваюсь, ну, звоню человеку, например, скажем, он говорит, хорошо, хорошо, и обещает звонить, и не этот, воргкомитет. Надо взять таких людей, которые не только креативны, творчески, инициативны, но тех людей, которые берут ответственность на себя. Раз я обещала, я должен сделать. Вот я как-то перед детьми моего кластера я обязан, потому что дети вырастут, а потом скажут, что а где, почему меня не было в этом проекте, почему другие улусы по 99% занимались музыкой, а в нашем я так хотел заниматься, скажем, учиться на фортепиано, и мне никто не предлагал. Чтобы такого не было. Раз государство нас посадило на это место, мы должны взять ответственность и искать способ, как это сделать. Конечно, все, причины искать можно, и денег нет, и инструментов нету, родители не помогают, руководители не помогают и так далее. И вот форма работы мы посмотрели, летние оздоровительных лагеря. Вот слово «лагерь» Михаил Ефимович очень не любит и все время нам делает замечания, но тем не менее она везде в образовательных документах указана как лагеря. Во всех улусах надо в летних оздоровительных лагерях, трудовых лагерях сделать так, чтобы занятие музыкой было. Это мы называем пятой четвертью, и мы называем вот летние январские каникулы с музыкой. Летние творческие школы, площадки, осенние, зимние, весенние творческие школы в общеобразовательных школах, площадки организовывать. И каникулы во время любого каникула надо обязательно, чтобы наши инструменты не стояли зря. Так, пятая четверть, ну, это кто курирует. Ну, следующее. Значит, ага. Вот мы карту просмотрели, да, ну, некоторые говорят, а почему мы туда входим, нас так далеко и так далее, но, тем не менее, мы пытались логистику предусмотреть, если у кого-то какие-то, сегодня вот Туяра Игоревна сказала, южный, западный кластер, может быть, название так и сделаем, действительно, потому что западный там тоже есть, да, можно так сделать, да, и вот на каждый кластер мы ставим. Ну, хотелось бы, самая главная цель нашего проекта в том, чтобы музыкальная грамотность вошла бы в общеобразовательные школы, чтобы наши звонки общеобразовательных школ поменяли бы на классическую музыку, куда создать среду музыкальную в детских садах, в школах и так далее, когда родители за ребенком придут звучить, ну, скажем, Моцарт, да, и чтобы коротко об этом рассказать и так далее. Создать музыкальную среду — это возможно, это даже нужно. В московской школе были мы 300 Зотовой, у Зотовой Елены Борисовны были. Там, когда на уроках сидишь, начинает очень тихо звучать классическая музыка, и все дети спокойно собирают свои это и выходят из класса. Потом снова звучит музыка, они заходят это. А у нас да так, чтобы вообще ты забудешь, какой предмет у тебя сейчас был и какой предмет будет сейчас, какая дисциплина будет. Поэтому все-таки это от директоров зависит, это от завучей зависит. И это не зависит от учителя музыки. Поэтому у нас в школах в основном работают учителя музыки, начальные классы, у которых нет, может быть, и даже образования, но тем не менее они пытаются. Поэтому вот синергия, именно это, если в школе 2 учителя музыки, начальник классов и учитель музыки с образованием, они какой-то ансамбль 3-4 человека организуют, хор организуют и на праздниках выступают, вспоминают их только когда праздники идут. А когда директор подключается, когда завуч подключается, и вот еще 2 человека, родительский комитет подключается, спонсоров найдут, вот это и есть синергия. 2 плюс 2 не 4, а 5 должно быть. Я надеюсь, при создании южно-западного кластера такие дела должны быть обязательно. Так, следующее. Так, вот, ну, вы посмотрите, здесь это, вот этот кластеры нарисованные, мы, конечно, их часто меняем. Например, вот городской кластер, 5 детских школ искусств, 51
СОЖ и 46 200 детей. Южный кластер 21 детская школа искусств, 116 СОЖ, 32 тысячи детей, чуть меньше вот города Якутска. Конечно, очень большой кластер и так далее. Да? Михаил Ефимович всегда спрашивает, когда на совещания идут и так далее, сколько детей учатся в вашем районе и сколько из них охвачено. Поэтому уже нам нужно, вот осталось-то такие мало времени, мы должны обязательно на это обратить внимание. Средства и методы реализации я не буду, потому что все мероприятия, которые у нас есть в этом на сайте musforal.ru, и мы издаем год один раз сейчас журнал «Музыка для всех». Алекминский улус в этом году очень хорошо у нас принял участие в этом проект «Музыка для всех». Мы, Большедворская, вот наша выпускница Высшей школы музыки по музыкальной педагогике, они дали свое мероприятие, и опыт работы должны найти отражение вот на страницах журнала «Музыка для всех». Это единственный образовательный, просветительский журнал, который зарегистрирован на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому, пожалуйста, вы можете об этом. Следующий номер будет посвящен у нас городскому кластеру и южному кластеру. Поэтому, пожалуйста, уже сейчас надо об этом говорить. Следующее. Структура управления проекта «Музыка для всех». Тут Высшая школа музыки, это наш центр, сотрудничествуем мы, естественно, с Министерством образования и с Министерством культуры. Значит, направление музыкальная педагогика вот открылось в Высшей школе музыки и в Арктическом государственном институте культуры и искусств, да, направление музыкальная подготовка. Якутский педколледж, выпускники идут в детские сады и общеобразовательные школы, Якутский музыкальный колледж и колледж культуры и искусства. Ну, колледж культуры и искусства мы почему включили? Потому что фольклор и хоровое дирижирование, хоровое пение. Так, в ДШИ у нас всего 82 учреждения культуры, симфонический оркестр и государственная филармония и так далее. Вот под Министерством культуры республиканское учреждение, которое имеет непосредственное отношение к проекту. И с этой статьи стороны Институт развития образования, повышения квалификации Донского, имени Донского и ресурсный центр «Юные якутяне». Вот всего в республике 628 школ. Значит, в этом году Новосибирская консерватория просит, чтобы выпускников вот этих среднеспециальных учебных заведений, чтобы они, ЯПК, ЯМК и поступали бы на бакалавриат в Новосибирской консерватории. Дальше. В конце концов, это все мировой музыкальный кластер мы должны войти. Внедрение всеобщего музыкального образования в республике. Значит, каким образом и сколько человек. Ну, это очень долго времени, вы сами посмотрите. Дальше. Да, учебные заведения культуры и искусств, которые курируют, детские образовательные учреждения, практически они у всех в этих общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях они ведут занятия по музыке, но опять же не во всех. Дальше. Значит, охват детей республики предпрофессиональным музыкальным образованием. Ну, понимаете, вот предпрофессиональным музыкальным образованием мы очень много потеряли. Работая в Министерстве культуры, в данном случае мы понимали, что это неправильное решение, что передача детских музыкальных школ муниципалитетам. В связи с этим во многих улусах оно сократилось. И фортепиано не стало, и в основном фольклор добавился, хореография добавилась и так далее. Да? Но сейчас по указу Владимира Владимировича Путина это дело рассмотрено на Совете Федерации и Государственной Думе. Будет предпрофессиональное образование в Российской Федерации, будет обращено внимание, и детские школы искусств будут возвращены наконец-то в свое лоно, значит, в Министерство культуры и духовного развития. Так, значит, дальше. Нормативно-правовая база. У нас практически нормативно-правовая база очень хорошая. Вот концепция, которую мы утвердили на первом конгрессе, которая добавляется и
редактируется каждым конгрессом, мы отчитываемся. Распоряжение правительства, я об этом сказала. Якутская декларация проекта «Музыка для всех», тоже обращение участникам и так далее есть. Проект включен в стратегию социально-экономического развития до 30 года целевым видением 50 года. В этом году у нас, то есть в следующем году на проведение «Розовой чайки» и Международного конгресса будут предусмотрены деньги с Российской Федерации, федерального бюджета.